это хроническое заболевание, общее для человека и животных. Особенно опасен бруцелла медитензис, это бруцеллез мелкого рогатого скота. Обычно очень такой контагиозный и распространенный в странах Средней Азии и Ближнего Востока. Мы бруцеллезом занимаемся примерно, я занимаюсь с 1984 года. Оканчивал аспирантуру Всесоюзного НИИ экспериментальной ветеринарии, это в городе Москве, 87-90-е годы. Научную аспирантуру. В ту пору наука в Союзе очень была развита. Отношения у нас было первоклассное, которые очень такие хорошие были, и специалисты очень хорошие. Вообще, советская школа бруцеллезников, она в мире, в Европе всегда держалась в хорошем уровне. Я в ту пору застал таких основоположников, таких как Кулусевич, Петр Семенович Троленко. С разрушением Союза все-таки школа бруцеллезников, она распалась, остались там осколки в Средней Азии, Кавказе. И последние годы сейчас в Биеве работали мы там. Сейчас Биев тоже в таком сложном положении, потому что если работать в науке, работать с животными, виварий обязателен. В свое время у нас в институте работали такие большие ученые, это Николай Николаевич Давыдов, Алексей Васильевич Тусков, Афанасий Андреевич Кош. Эти ученые тоже вложили определенную лепту в дело изучения бруцеллеза. Благодаря этим старшим нашим товарищам в 1985 году удалось оздоровить поголовье крупного рогатого скота всей республики. А по оленям у нас есть проблема остается. Но последние годы так-то сдвиг есть в хорошую сторону. Ага. И так бруцеллез северных оленей, конечно, наносит огромный ущерб оленеводству, так как происходят выкидыши, аборты. И мы посчитали по методике, утвержденный экономический ущерб, там на один рубль затрат 8 рублей доходило экономический эффект. И обычно, если бруцеллез очень развивается в стадии, поражаются тоже самцы-производители, это хоры. У них бывают архиты, гнойные архиты, и обычно заражение идет в период отела и клона. В эти периоды идет обычно заражение самок. За эти годы я подготовил, сейчас если считать, доктора одного молодого и 7 кандидатов наук. И, в принципе, я свою задачу сделал, создал в нашей республике школу бруцеллезников, которая сейчас известна и в России, и в Штатах.
Вот на этом, в этом году уже заканчиваем тему по бруцеллезу и переходим на технологии оленеводства. Ну, в принципе, для практиков мы все схемы отработали, вакцины все сейчас утверждены, диагностические препараты известны, остается только по ним работать. В республике очень сейчас хороший опыт оздоровления в Нижнеколымском районе. Весной этого года уже родовая аршинная труба, это отчухти, они полностью оздоровились. Сейчас работы перемещены в Алёринскую сторону. Ну, я там думаю, года 2-3 вон там тоже оздоровление получится. В свое время мы оздоровили Тампонский район, Аймеконский, Блумский. И в принципе вот такие очень удачные положительные опыты в республике имеются. Но борьба с бруцеллезом оленей требует очень такой долгой работы. Так, и важно, чтобы ветеринарные службы районов они взялись за оздоровление, полагаясь на наши научные опыты, схемы, труды. И, в принципе, последние годы мы подготовили, написали и выпустили около 20 монографий, методических указаний, методических рекомендаций. В принципе, для работы все подготовлено. И последнее, сейчас в Ивано-Батантайском районе, в Момском районах идет тоже оздоровление, но без вакцинации такого, чтобы стопроцентного результата достичь будет очень трудно. Департамент ветеринарии работает. Я надеюсь, что новое руководство департамента ветеринарии на основе наших рекомендаций, внедрений будет работать. Наши старшие товарищи, это Забродин, Николай Николаевич Давыдов, они в свое время предлагали бруцеллезный вид оленей переименовать на Brucella rangifera atarandi. Но в Западе это в свое время не приняли. И положение остается так. Но если оленину свежевыделенную, хорошенько прокипятить при 100 градусов температуры где-то в течение 20 минут, микробы бруцеллеза, они уничтожаются, они погибают. А насчет сейчас применяемые вакцины, сейчас очень хорошо себя порекомендовал вакциной штамма Brucella abortus 75-79АВ. Эта вакцина не абортогенная, она и реактогенность при введении в шею подкожно. У нее таких абсцессов, всяких осложнений не бывает. Это мы посмотрели в опыте в Нижней Колымне, и с помощью этой вакцины мы, в принципе, район оздоровили. Но
Оленеводам, руководителям крупных хозяйств я вот рекомендую, чтобы если вот у вас возникнут вопросы, обращаться вот к нам и в Денис. Хотя мы сейчас вот работаем и по технологии оленеводства, мы всегда вам вот поможем, подскажем, все вот порекомендуем. Все-таки в течение где-то 35 лет уже мы занимались этим вопросом и разбираемся, можно сказать. И мы вот в 80-х годах у оленеводов обычно вот с эпидемиологической службой республики вот проводили мероприятия вот по выявлению бруцеллеза у работающих оленеводства. И вот там примерно около 10% вот, реагировали в очень больших титрах на бруцеллез. И все-таки вот она вот очень опасная болезнь, относится к первой категории А. И надо в неблагополучных пунктах вот, при работе всегда вот, относиться, вот, ну, руки надо обеззараживать, вот, продукты кипятить, ну, и тому вот подобное. Ну, как при коронавирусе.